сколько книг надо прочитать или сколько тренингов ходить, быть успешным человеком. Курбанов спрашивает. Я скажу вам так. Одна книга не изменит вашей жизни. Одна книга чуть-чуть повлияет на вас и немножко изменит ваш план, и немножко помогает вам изменить ваше мышление. Одна книга. А если речь идет, чтобы одна книга изменила твою жизнь, это одна книга могут быть только Библия, только могут быть Коран, только могут быть Торо. То есть это священные книги. Они могут изменить тебя как человека. А если ты хочешь профессиональные знания спрашивать, какие книги, сколько книг читать, я тебе скажу. А таких книг, как мои книги, или как другие, Брайан Трейси, или Наполеон Хилл и так далее, одна книга, может быть, целиком твою жизнь изменит, но 100 книг точно изменит. Гарантия дам. 100 книг прочитай, точно изменит. Однозначно изменит твою жизнь. 100 книг почитай об успехе, 300 часов учеба, 300 часов посвящать тренинги об успехе в том направлении, где ты хочешь добиться успеха. Гарантированно станешь успешным. 6 лет работай по 6 часов. 6 лет работай по 6 часов. Могу гарантию дать, что, иншаллах, ты добиваешься успеха. Потому что, кто это делает, будут супер успехом. Как можно открыть бизнес в Америке? Скажи, пожалуйста, как можно открывать бизнес в Америке? Ты же там живешь, ты же там видишь. Сложно ли открывать бизнес в Америке? Очень легко. Даже находясь на своей стране, можно онлайн открыть бизнес в Америке. Это делается буквально 30 минут, как у нас электронный портал подается, открывается компания, открывается счет, и главное, чтобы был бизнес-план, чем ты будешь заниматься. Все. Отлично. Еще один вопрос. Салом, манас тоджикистон, баман маслят шумо дар кор, ман нозди маоши кам дорам, чикор кунам ямон кавсия дихет. На таджикском написала, что у меня маленькая зарплата, но я хочу что-то изменить, и что вы посоветуете? Я посоветую, что начните с моей книги читать, чтобы изменить свое мышление, чтобы видеть возможности. Сначала надо мышление поменять, чтобы видеть возможности. А потом шаг за шагом перед вами один за других появятся возможности, которые вам нужны. Хорошо? И в обязательном порядке попробуйте прочитать мою книгу «Стратегия мышления богатых и бедных». Потом «Я и деньги». Вот эти книги изучать, они сильно повлияют на вас. Я гарантию дам, что вы найдете себе успех. Если из Таджикистана вы живете в Душанбе, ходите в наш Хоней Дониш, Дом знаний. Там вы можете сидеть, куча книг прочитать бесплатно. Там все возможности есть для этого. Бахром спрашивает, наставник, если я почитаю книги, я могу, изучая из книги, открыть какой-то небольшой бизнес? Да, конечно, можете, дорогой. Прочитай несколько книг, в том числе почитай книга, моя книга, например, 10 шагов, как стать миллионером на территории СНГ. Там куча бизнес-моделей. Очень сильно поможет тебе. Как вы восстанавливаете свою энергию, когда чувствуете, что она истекает? Бывает ли у вас ощущение обесточивания? Елена, знаете как? Я устаю. Когда устаю, что я делаю? В первую очередь я выспаться надо. Я первым, что делаю, просто понимаю, что мне надо. У меня есть, я изучал свой характер, изучал свой организм. 3 показателя есть у меня. 3 показателя. Если что-то меня раздражает, я вижу, что что-то меня раздражает. Если что-то меня раздражает, я начинаю задуматься, что мой организм уже откликнул. Понимаете? Это реакция моего организма. Например, кто-то что-то просит, а это меня раздражает. Или бывает, что нечаянно я начинаю громко ему говорить. Ну хватит, что ты? Может, он простую вещь просил на самом деле. И сразу я этот импульс для себя анализировал, поведение своего организма, выявил. Потом я понял, когда такое происходит, я сразу себе задаю вопрос. Значит, 3 вещи я пропустил. Первый, либо я голодный. Просто мой организм такой, что когда голодный, я не чувствую. Настолько у меня в голове идеи, мысли, я могу целый день работать и не думать обо всем, я могу забыть. Действительно так. Потом, пока домой приду, помню, что, ой, оказывается, я ничего не кушал. Бывает такое. Первый, вот это импульс. Либо я голодный, либо я не выспался, либо я устал. Вот это, если что-то меня раздражает, или я кому-то резко отвечаю и так далее, я сразу возьму себе в руку, я говорю, ребята, давайте мне полчаса времени и так далее. Я иду к себе в кабинете, либо посплю,
либо отдохну, либо медитирую, либо чего-то. Это очень важно для меня. Поэтому, что восстановить энергию, то есть ресурсное состояние, первое, надо выспаться. Выспаться это очень важно. Второе, переписывайте свои цели. Они мотивируют вас, они вас вдохновляют и так далее. Третье, что я делаю, я занимаюсь то, что помогает мне отдохнуть организм. Это баня, это плавание или лыжи. То есть либо баня, либо плавание, либо лыжа. Давай дальше. Следующая вещь. Мне помогает молитва. У разных людей разные вещи, но мне помогает молитва. Я, если молитва читаю, это мне очень сильно помогает. Молитва очень хорошо мне помогает. И еще что помогает, это гимнастика. Я занимаюсь гимнастикой. Это сразу начну какой-то легкой гимнастикой заниматься. У нас есть 8 гимнастик из древневосточной медицины. Они мне очень сильно помогают. Очень хорошо помогают. Вот. Потом чтение книг. Я просто оставлю все и просто возьму книги читать. Легко почитая. Дальше смотреть какой-то биографический фильм, исторический биографический фильм. Вот эти вещи меня восстанавливают. Это действительно так. Вот. Можно ли найти ваши книги на английском? Да, вы найдете на английском у меня книги Me and Money. Первая моя книга на английском уже везде есть. Остальные книги скоро, там переводы делаются в данный момент, но мы их еще не распространяли. Скоро мы работаем с теми агентами, чтобы по всей США и так далее выпустить эти книги. Связь нормально, кроме ты меня видишь, слышишь? Да, нормально? Да. А что ты просто остановились в комментарии и так далее? Или ты их отключил? Нет, не отключил. Вот сейчас вот один из последних, это скажите, наставник, пожалуйста, какие книги надо читать. Все. Хорошо. В общем, какие книги? Читайте, пожалуйста. Я лучше назову несколько авторов. Читайте их, если вы хотите стать успешным. Книги Брайан Трейси найдите, читайте. Книги Наполеон Хилла найдите, читайте. Книги, то есть, если вы, например, они очень по личностному росту, по саморазвитию очень хорошо помогают. Робин Шарма найдите, читайте. Стивен Кови читайте. Авторы. Ошо найдите, читайте. Если вы хотите, например, направление духовной ценности почитать, Хазрат Надхан почитайте. Почитайте, это тут много. Пауло Коэльо прочитайте. Читайте очень много книг. Чем больше читайте, тем больше вы восстанавливаете себя. А если в сторону бизнеса говорите, изучайте, например, «Атлант справил свои крылья», прочитайте книгу «Финансист», прочитайте книгу «Маркетинговые войны», прочитайте книгу «Стратегия Голубого океана». Вот вы это направление читайте. По бизнесу, если хотите, и так далее. Есть очень много книг по бизнесу и так далее. Читайте много биографических книг, например, «Как я создал Walmart», основатель Walmart, потом «Продавец обувь», Nike, прочитайте. Прочитайте Coca-Cola, прочитайте Ikea, прочитайте, скажем, Starbucks. Очень много историй. Они там рассказывают, как они построили эти бизнесы. Читайте, как обнимать своих клиентов и так далее, и так далее. Очень много книг. Для человека, который хочет добиться успеха, все есть. Хорошо, ребята, давайте закончим, потому что... Да, наставник, здесь давайте еще один вопрос. Вот девушка Алма постоянно, третий раз этот вопрос проходит. Здравствуйте, я купила курсы на 500 000 по инфобизу, говорит, но кажется, это не мое. Как будто это не для меня трудно, или я так думаю. Посоветуйте, пожалуйста, что делать. Я думаю, что инфобизнесе, то есть информационном бизнесе, если она купила курс, где стать тренером, где стать такой и так далее, бывает такое. Поэтому человек должен чувствовать. Например, быть тренером или заниматься информационным бизнесом, инфобизнесом, это тоже нелегко. Надо почувствовать свою миссию. Если вы чувствуете, что это твое, надо делать. Если чувствуете, что это не твое, лучше не делайте этого. Потому что вы будете работать с людьми, а люди это же не предмет, это же их судьба. Это же их жизнь. Поэтому вот надо быть... Я бы рекомендовал вам, если чувствуете, это не ваше, не занимайтесь этим. Это важно. Большое спасибо, уважаемые наши слушатели. Мы попрощаемся с вами. До новых встреч. Курмет, дорогой, большое тебе спасибо. Большой рахмат, наставник. Всего доброго. Всего доброго.